Рассказывая о костюме конца 19-го, начала 20 века, тут необходимо учитывать уже унификацию самого костюма, а именно вестернизацию, когда происходят уже внутренние изменения в самом костюмном комплексе. Как таковой традиционный костюм уже начинает практически исчезать из обихода, из традиционного костюмного комплекса. А в конце 19-го, начала 20 века в городском костюмном комплексе происходит упрощение его. То есть, рассказывая о мужском костюме, это уже штаны европейского кроя, рубаха. Вообще, говоря о народном костюме татар, необходимо заметить, что у татар разрез рубахи всегда был посередине. Например, в русском костюме, либо у татар-кряшин он был всегда сбоку. Так называемая косоворотка. Подобные рубахи не были характерны для татар. Несмотря на всю унификацию костюмного комплекса, остаются определенные маркеры, которые как бы характеризуют общий образ. Так, например, если мужчина мог быть полностью практически в европейском костюме, то он практически всегда, выходя на улицу, надевал тюбетей. Или женщина, у которой было европейское платье, могли быть европейские украшения, не характерны для татар, но при этом она всегда надевала колпак-наколку. Несмотря на то, что, например, кожаная обувь, которая была известна далеко за пределами обитания татар, ареала обитания татар, необходимо учитывать, что все-таки из повседневной жизни эта обувь уходит, потому что она становится дорогой, и можно сказать, что непрактичной. Проще прийти, купить европейского кроя туфли, которые будут дешевле, и проще их найти. Чуть далее, со временем, уже к 30-м, к 40-м годам, традиционный костюм практически вышел из обихода. Остаются некоторые его элементы в сельской местности. Так, например, если в городе уже женщины практически не покрывали свою голову, то на селе это еще практиковалось. Причем практиковалось практически до 50-х, 60-х годов. Выходя на улицу, женщины, безусловно, скорее надевали платок, но надевали характерным, особенно именно для татар. Это, например, подвязывание платка на два противоположных угла. Например, и в наши дни это сохраняется у более старшего поколения. К тому же, рассказывая о платке, необходимо учитывать, что у татар были свои предпочтения. Например, в музейных коллекциях в достаточно большом количестве сохранились платки, так называемые француз-яулах, которые закупались в основном татарками. То есть это был красный платок, украшенный белым узором. Его можно встретить как и в музейных коллекциях, так и в зарисовках художников. Ближе к военному периоду, то есть это конец 30-х, 40-е и послевоенные периоды, это уже скорее увядание традиционного костюма. Но это характерно не только для татарского традиционного костюма, это характерно практически для любого народного костюма. Это время, когда полностью исчезает, упрощается костюм, так как это период, когда проще купить фабричного производства платья, чем изготовить его самому. Это время, когда практически исчезает татарский мужской костюм. Ну, это связано с тем, что, конечно же, послевоенное время, когда просто не до этого, когда нужно выживать, а не думать о каких-то там своих корнях. К сожалению, это сыграло злую шутку, потому что традиционный костюмный комплекс не только исчезает, он трансформируется, изменяется и регрессирует. Он сохраняется в театральном виде, и в связи с тем, что происходит утеря знаний, а театр — это все-таки то место, где все более утрированно делается. То есть, например, сцена, она предполагает, что скорее, как и у актера мужского или женского пола, будет макияж, чтобы его увидели зрители с дальних рядов, и, соответственно, его костюмный комплекс будет намного ярче, чтобы было видно. Появляется обилие вышивки. Причем появляется много искусственных тканей, которые не характерны для традиционного костюма. Происходит некая замена характерных для традиционного костюма элементов. Так, например, штаны с широким шагом превращаются в шаровары.
камзол настолько укорачивается, что становится похожим на жилет. При том, что когда показывают костюмы разного периода, жилет, камзол, уже практически всегда короткий. Хотя, например, камзол середины XIX века, он настолько длинный, что достигает практически до колена, и только к концу XIX века он укорачивается. То есть уже эта градация, она исчезает из театрального костюмного комплекса. Но, к сожалению, в связи с тем, что мы не видели другого костюма, мы начинаем воспринимать это естественно, как будто бы традиционный татарский костюмный комплекс, он был и такой. При этом практически исчезает деление на городской и сельский. То есть, смотря какие-либо театральные постановки, участвуя на сабантуе, мы видим практически один унифицированный костюмный комплекс. Это у девушки, молодой девушки, платок, подвязанный на два угла противоположных, светлое белое платье, но оно может быть как украшено воланами, отрезное по линии талии, либо в камзоле-жилетке, либо просто передник. Причем передник может быть как с крылышками, то есть верхней части, либо просто отрезной по линии талии передник. Он может украшаться вышивкой в театральном костюмном комплексе, причем не всегда соответствует татарской орнаментации. Вот. И удивляет, что все более и более становится короче женское платье. Так, например, детские коллективы, где девочки танцуют практически, можно сказать, в тунике, которая выше колена, и в шароварах, но это, безусловно, никак не соответствует традиционному татарскому костюму. Причем шаровары надевают как и мужчины, так и женщины, так и детки маленькие, которые участвуют в этих коллективах. Рассказывая о костюмном комплексе театральном мужском, это шаровары, может быть пояс подпоясанный, камзол, жилет укороченный и тюбетей. При том, что ношение пояса у татар имеет глубокие корни. Но к концу XIX века практически пояс исчезает из-за костюмного комплекса. Но еще где-то к середине XIX он может встречаться. Так, например, в свадебном обряде волго-уральских татар присутствует такой элемент, когда девушка, выходя замуж, подпоясывает своего будущего мужа. Таким образом, несмотря на то, что пояс уходит из традиционного ношения, при этом остаются какие-то более глубокие традиции, сохраняемые в более позднее время. Но это все-таки характерно более для конца XIX, то есть в XX веке он практически, в начале XX века практически выходит из обихода.